Да, тема сегодняшней лекции у нас введение в климатическую право и, в принципе, управление, да, наверное, по-русски так будет правильнее звучать. И мы коротко представимся, кто мы. Сегодня, как я уже говорила ранее, со мной Арай Селихжанова, наш коллега. Вообще, изначально проект, который мы назвали Climate Skills for Kazakhstan, был инициирован от хаба Астана Global Shapers. Global Shapers — это инициатива Всемирного экономического форума, которая адресована поддерживать молодых лидеров по всему миру до 30 лет. И в этом году я и Арай вступаем в должность куратора и вице-куратора хаба Global Shapers Астана, который на самом деле открыт для всех активных молодых лидеров, и об этом мы в Инстаграме будем рассказывать чуть более подробнее уже с июля, поскольку это подразумевает некий рекрутмент новых Global Shaper'ов этой осенью. Коротко про себя. Вообще меня зовут Дана Шукербаева, я эколог. И долгое время, когда я закончила вуз, тогда это еще не было так популярно быть экологом, и я очень рада, что сейчас это становится более престижной профессией. У меня 2 своих стартапа. Начинала я вообще с консалтинга. У меня есть консалтинг-бюро SGKZ, которым я управляю. И это была на самом деле изначальная предпосылка, которая помогла разобраться больше в тематике климата и в том, что нужно рынку и прочее. Мой первый стартап — это стартап Forest Hero, а второй стартап Kala.ai. Forest Hero — это Climate Tech стартап. Мы цифровизируем процесс выращивания, посадки, мониторинга лесов и лесопосадок, а Kala.ai занимается в сфере Smart City, созданием платформ для устойчивого развития городов. Не буду перечислять все регалии. В общем, я читаю курс по ESG в Казахстанском немецком университете, поэтому, если вы хотите больше меня слушать, то можете записываться на такой курс. И я всегда открыта, на самом деле, к коммуникациям по профессиональной деятельности. И передам слово Арай, чтобы она рассказала немного о себе. Да, тут на самом деле очень много разных лого, таких продающих, можно сказать. Я Арай Селихжанова, около 5 лет нахожусь вообще в теме ESG. ESG, можно сказать, сейчас в себя, в том числе, выбирает вопросы климата. Сегодня такой особенный день. Мы, наверное, тоже об этом хотели сказать, что сегодня Всемирный день окружающей среды. Каждого, кто здесь присутствует, как-то связан, наверное, да, и поэтому я вас искренне поздравляю с этим днем. Говоря о себе, я начала свой путь в консалтинге, в KPMG, то есть Big Four Alumni, и на текущий момент продолжаю свой карьерный путь в энергетической отрасли, также по направлению ESG. Училась в Корее, в Норвегии, в Англии, и, собственно, по ходу дела несколько раз разными сертификатами обрастала. Очень рада, что сегодня мы с Даной смогли прийти к моменту, когда те вещи, которые мы закладывали еще пару месяцев назад, реализуются. Продолжишь, да? Да, спасибо. Теперь перейдем уже, собственно, к самой лекции, и я коротко просто представлю, о чем мы будем говорить. Расскажем про сам проект. Я думаю, не все, наверное, ознакомились с проектом в целом, для чего он создан и что он подразумевает. Потом мы обсудим какие-то базовые вещи о том, что происходит в связи с изменением климата и почему эта повестка появилась. Следующий блок будет про международную климатическую повестку, откуда растут ноги, какие документы изначально положили этому всему основу, что происходит в Казахстане в части законодательства и какие основные документы вы должны знать, чтобы внедряться в эту повестку. И потом мы расскажем про наши планы, потому что на самом деле этот курс является началом большой истории, и мы немного про это тоже сегодня расскажем. Так, у нас дальше... Про Climate Skills, да? Мне продолжить. Вообще, да, про проект, наверное, многие... Сейчас немножко приноровлюсь к микрофону. Многие из вас, наверное, уже знают, что проект, когда она обозначила, да, это от Global Shaper'ов. Global Shaper Community, в свою очередь, является таким молодежным направлением World Economic Forum, да, то есть под Всемирным экономическим форумом на протяжении многих лет существует данный комьюнити. И, собственно, под эгидой этого комьюнити совместно с Climate Action Initiative Центральной Азии, НПО, которая
возглавляет Дана, да, реализуется данный проект. Вообще мотивация, наверное, она такая от собственной боли, да, можно сказать, потому что мы с Даной являемся представителями сами тоже молодежи, строили карьеру в ESG, ну, то есть знаем, что это и как это, проходите, да. И зная всю эту специфику, мы видим потребность в том, чтобы молодое поколение, такие же ребята, которые учились вместе с нами или вот сейчас заканчивают университеты, чтобы они тоже вовлекались в первую очередь в эту повестку, да, понимали, что вообще такое изменение климата, для чего оно нужно, что за собой подразумевает, какая есть регуляторная база, да. И вот от этой, собственно, мотивации родился этот курс Climate Skills, да, который, по сути, покрывает темы изменения климата, но и также очень глубоко идет в тему климатического права и управления, да, это первый блок, первые 4 лекции, и климатических финансов. То есть вот как здесь обозначено на слайде, наверное, нет смысла повторять, осведомлять молодое поколение о теме изменения климата — это наш основной драйвер. И поэтому мы таргетили преимущественно, да, что это будет молодежь, но опять же очень приятно наблюдать и старшее поколение, заинтересованное в этом, потому что вместе на самом деле мы могли бы выстраивать какие-то новые форматы взаимодействия, дальше расширять эту повестку, и вот дальше еще Дана обязательно расскажет про дальнейшие шаги, и вот тогда, я думаю, у вас в голове выстроится определенная картина, как это все встраивается в какую-то дальнейшую адженду, да, то есть эта история абсолютно не одноразовая, она будет за собой нести определенные шаги, вот, поэтому вот проект, он по сути про это, про взаимную поддержку и сотрудничество. Вот, можно следующий, да, слайд. Здесь, Дан, прокомментируешь, да, наверное, так будем с тобой периодически менять. Вы знаете, вот я добавлю к предыдущему тезису. В Казахстане очень многие люди думают, что климатом занимаются только экологи. Наша цель — объяснить новому поколению людей, что есть новые профессии, которые будут нужны, а уже и даже сейчас нужны, для того, чтобы внедрялись некоторые политики в части изменения климата в стране. И конкретно про данный курс мы хотим объяснить текущим юристам, практикующим юристам, тем, кто учится на юриспруденцию, что есть такое направление климатическое право. Но это не значит, что им может заниматься только юристы. В принципе, в праве как климатическом люди должны плюс-минус разбираться и заниматься этим вопросом с разных сторон. Это может быть социология, антропология, политология и так далее. Мы наблюдаем в Казахстане недостаток людей, особенно молодых, которые могли бы на профессиональном уровне заниматься климатическим правом, и надеемся, что данный курс положит начало, как минимум, этим направлением заинтересоваться. Что касается климатических финансов, это тоже очень важный элемент. У нас, в принципе, Green Finance и Climate Finance направление, оно происходит сугубо в очень узком экспертном кругу, когда как тренд на данное направление финансирования набирает обороты с каждым годом. И, опять же, для людей, кто, по сути, является игроком финансового рынка, тем, кому это интересно, мы хотим, чтобы молодежь начала смотреть на такие emerging, да, работу, emerging профессии, которые уже завтра на самом деле нужны. И я здесь такой, наверное, провокационный немножко слайд сделала с того, что все начинается с экоактивизма. Вот мне, если честно, иногда становится обидно, когда я эколог, а всех подряд вокруг называют экологами. Экоактивистов, я не знаю, людей, которые интересуются данной темой, но они по профессии не экологи. Сразу обозначу, что все-таки экология, да, это профессия, на которую люди учатся, это environmental studies или там, охрана окружающей среды. Это не то, что сказано с точки зрения снобизма, а с точки зрения того, что мы стремимся в целом очень правильно определять дефиниции, прежде чем мы про это говорим. И вот в Казахстане мы видим нехватку экологов, но мы видим довольно большое количество экоактивистов. У нас есть ассоциации, у нас есть какие-то, не знаю, сообщества, там, СОС, Талдыколь, есть очень много очень крутых структур, которые действительно выступают за права граждан в части экологических вопросов. И мы этому очень рады.
Но мы понимаем, что молодежь, как голос нового поколения, должна иметь право говорить с государством и заниматься лоббированием собственных интересов, но это возможно только когда молодежь будет говорить на профессиональном языке. И для того, чтобы заниматься профессиональным лоббированием интересов в части экологии, климата или других каких-то относящихся к данной тематике пунктам, мы, собственно, хотим заниматься второй ступенью — это профессиональные знания. Путем приглашения таких спикеров, которые у нас имеются, это Эрнст энд Янг, Всемирный банк, ЕБРР, очень высокого уровня спикеры, которые откликнулись на нашу инициативу. Я надеюсь, что мы покроем вот эту вторую уже ступень, когда мы даем рынку бесплатные профессиональные знания. И наша цель, чтобы те слушатели, которые прослушают наш курс, перешли дальше на третью ступень, например, стали уже получать некоторую экспертизу путем практики в климатическом праве, либо же финансах. И самое, конечно, главное, до чего мы хотим дорастить нашу молодежь, это профессиональное вовлечение. Потому что, по-хорошему, у всех развитых государств при министерствах экологии, климата или где-то еще в государственных структурах имеются молодые представители, молодые специалисты, которые на профессиональном уровне вовлекаются в управленческие вопросы в части принятия решений лицами, кто к этому относится, да, госслужащими, учитывающими интересы молодежи. И мы хотим действительно, хотя бы даже если 5 человек благодаря нашему курсу станут тем голосом, который смогут лоббировать интересы молодежи, в том числе и влиять на изменения и применение новых решений в климате, это будет уже, я думаю, успех. Теперь передаю уже микрофон тебе, и мы переходим к основной теме. Здесь вот на следующем слайде подразумевалось то, что мы проиграем видео трехминутное, буквально 6-дневной давности, но я вот сейчас технически уточнила, что не совсем у нас это получится сделать. Или получится, да? Сейчас попробуем. Хорошо. Сейчас пару секунд. Мы все еще в процессе привыкания к этому залу, к его техническому оснащению, поэтому так вот есть свои заминки определенные. Может быть, пока видео включается, такой коротенький Q&A, вопрос, что такое изменение климата? Вот есть, может быть, у вас свое какое-то мнение или какая-то терминология, которой вы придерживаетесь? Даже пока реклама у нас в Ютубе будет, если есть, кто хочет ответить. Коллеги-экологи, не молчите, я знаю, что здесь есть экологи. Обсуждение опроса, я просто не эколог, но да, своими словами. Определенно какое-то привыкшее нормальное состояние. И когда мы видим, что отклонение. Определенный deviation, да, имеется в виду? Ага. Еще какое-то мнение? Ну, тогда можно включать. Не слышно, да? Правительство расставило в городе грузовики с пресной водой. Многие школы были закрыты, от жары погибли как минимум 28 человек. Экстремальная жара в апреле и мае наблюдалась сразу в нескольких странах Азии – Мьянме, Лаосе, Вьетнаме и Индии, а на Филиппинах зафиксировали самую жаркую ночь в истории. Эти тепловые волны случались бы реже, если бы не изменение климата. Так, в Индии вероятность таких явлений выросла в 45 раз. Происходят подобные явления
США разрушительные штормы продолжаются уже несколько недель. Только в апреле в центральных и восточных штатах произошли более 300 торнадо. Это намного выше среднего уровня. Они внесли ущерб $1 миллиард. Несколько человек погибли. Ученые пока не могут сказать, виновато ли глобальное потепление в случае торнадо, поскольку данных еще недостаточно. А подобные исследования... Я думаю, здесь можно будет, наверное, завершить. Не будем долго, наверное, это видео проигрывать. Это половины более чем достаточно для того, чтобы обратить внимание, да, вот на последние буквально новости 6-дневной давности о том, какая ситуация происходит на планете. Да, это у нас жара, засуха, наводнение. Представлено несколько стран, там в том числе было про Южную Америку, про то, как погодные изменения, да, то есть изменение температуры в длительном, именно в долгосрочной перспективе приводит к тому, что происходит вот как раз-таки процесс изменения климата. Вот тот deviation, про который вы говорили, он по сути и является вот этим процессом, который происходит, вот, в принципе, можно следующий слайд. Я что-то увлеклась, который происходит как раз-таки по двум причинам. Да? Это у нас физические явления, да? То есть это то, что не зависит от нас, это происходит от природного, да? От природных действий, от природного влияния. И второе — это антропогенные факторы. Да? То есть это, мы знаем, что с 1800, то есть с 19 века, грубо говоря, человек активно ведет деятельность по добычи, да, по непосредственно по развитию промышленности, и, соответственно, все эти факторы приводят к тому, что они приводят к, в том числе, изменению климата, да, то есть у нас есть вот таких два фактора. На текущий момент, вот по подсчетам, по данным ООН, которые вот представлены на сайте, порядка 3,6 миллиардов человек живут в тех регионах, которые подвержены изменению климата, да, вот даже у нас недавно в Казахстане мы сами столкнулись с такими физическими, да, явлениями, которые привели к паводкам, и это вот как раз-таки вот дальше мы будем говорить о том, что есть и процессы миграции, связанные с тем, что происходит процесс изменения климата, да, и вот если говорить уже о Земле, то о физической составляющей, то уже на 1,1% Земля более теплее, да, то есть она нагрелась немножко больше в сравнении с показателями 1800-х годов. То есть это у нас те вещи, которые происходят на текущий момент. Я думаю, что сидящие здесь на самом деле об этом знают, осведомлены, но так как у нас достаточно большая аудитория из разных сфер, мы посчитали нужным, да, вот эту информацию тоже включить. Также на слайде презентации мы, кстати, будем отправлять в Telegram-чат после лекции, поэтому эти материалы для вас будут доступны, для того, чтобы вы могли ознакомиться. Вот. Но мы для, скажем так, точности данных даем пояснение от МГИК, да, это вот межправительственная группа экспертов по изменению климата, по-английски IPCC. Их терминологию изменения климата тоже даем, так как считаем, что она наиболее, да, наверное, актуальна и применима для целей вот нашей внутренней коммуникации, вот. Ну и коммуникации в целом, да, то есть очень важно говорить на одном языке, очень важно понимать одни и те же вещи одинаково. Вот. А дальше вот у нас идет тема про причины изменения климата, да, то есть с чем это связано, что является, да, вот основным таким источником, наверное, да, это вот производство электроэнергии номер один. Я на самом деле являюсь человеком, который работает в энергетике, и в том числе в компании, в которой я работаю, она производит, у нее есть угольные месторождения, да, то есть у нас вот деятельность человека, да, связанная с добычей ископаемых источников, там, уголь, нефть, газ, да, это все приводит к тому, что для выработки вот электроэнергии мы, ну, понятно, да, это все вещи, которые мы делаем очень много лет, но влияние дальнейшее на природу мы видим в лице вот изменения климата, да. Далее у нас идет изготовление товаров, да, то есть тоже достаточно большое количество ресурсов закладывается для того, чтобы товары до нас доходили. Вы сами знаете, что этот процесс, да, этот value chain в рамках изготовления товаров, он очень такой достаточно долгий, и он в том числе подразумевает использование
электроэнергии, да, и использование ископаемых источников. Вот. Вырубка лесов тоже достаточно активный процесс. Вот, собственно, Дана — человек, который борется с тем, чтобы мы как-то могли эти вещи компенсировать, но вот эти процессы и, в принципе, эти причины, которые здесь представлены, они не одни. Помимо этого есть использование транспорта, да, то есть каждый из нас, если особенно говорить об Астане, преимущественно выбирает ездить на автомобиле, это тоже влияет на изменение климата. Не хочется вдаваться в технические детали, как это происходит. Да? Здесь цель больше в том, чтобы мы обозначили вам какие-то процессы, что они подразумевают, какие есть причины, последствия и какие вызовы стоят перед нами. То есть вот эта часть, она именно про это. Производство продуктов питания тоже аналогично. Здесь у нас есть даже иногда excessive use, да, консюмеризм, еще можно назвать. То есть мы на самом деле на прилавках имеем большое разнообразие всего, но тот кост, да, та цена, которую мы за это платим, она в том числе, вот, одна из цен, которую мы платим, это в том числе изменение климата. Ну и энергосбережение зданий. Вот у нас в Астане, я думаю, никто не даст соврать, да, есть такой момент, отопительный сезон. Он очень такой достаточно агрессивный в том отношении, что у нас очень высокие температуры. И вот на самом деле энергосбережение зданий, если вот говорить уже в прикладном характере, с профессиональной точки зрения, есть отдельные сертификации в области энергосбережения зданий, которые как раз-таки ведут к тому, чтобы чтобы у зданий было меньше выбросов, чтобы у зданий было меньше выбросов и чтобы они больше были в соответствии с требованиями, да? Потому что у нас на текущий момент в Астане, по крайней мере, насколько я знаю, единственное здание — это Land Towers, которое соответствует такой сертификации, но это на самом деле редкость, хотя, вот, опять же, с профессиональной точки зрения, если говорить, во многих странах есть практика сертификации зданий, это отдельно даже консалт, да, то есть это отдельное направление в консалтинге, которое пользуется не меньшей популярностью, поэтому если кто-то, например, как-то связан со сферой строительства, то, возможно, для вас эта тема тоже может быть применима. Ну и вот про слишком интенсивное потребление я уже сказала, да, то есть это excessive use, то есть это такой вот век, когда мы очень много что покупаем, потребляем, особенно с приходом e-commerce, да, у нас на самом деле возможностей покупки каких-то товаров стало еще больше, и, соответственно, здесь вот есть такой момент, что то есть вообще в целом тренд, он такой, что люди больше начинают в Европе, да, люди больше начинают понимать, что они покупают, зачем они это покупают, то есть потому что в Европе мы знаем, что там есть еще футпринт от человека, да, который в скором времени будет учитываться, и, соответственно, вот эти вещи, они тоже достаточно важны. Ну и, опять же, это одна из причин изменения климата, потому что мы, как люди, да, тоже напрямую являемся причинами изменения климата. И здесь есть хорошая новость, да, что мы можем на это тоже влиять. И решения, которые мы принимаем на ежедневной основе, на самом деле тоже могут формировать то, как этот вопрос будет дальше развиваться. Здесь вот у нас представлены последствия, то есть это вот у нас повышение температур, штормы, засухи, это вот на самом деле то видео, которое было проиграно, да, оно и есть последствия, которые мы сейчас пожинаем, да, то есть мы видим это с обмелением, в том числе Каспия, да, я уже не говорю об Арале, мы также вот про паводки можем еще раз, да, вспомнить. В целом это повышение уровня океана, да, то есть все эти вещи, они являются последствиями. И вот здесь вот хотелось бы особое внимание обратить, что вот риск вообще само по себе изменения климата — это в том числе большая угроза для жизни человека, да. То есть если нам кажется, что сейчас мы живем, это все хорошо, да, то есть, казалось бы, завтрашний день для нас уготовлен, и мы знаем, что мы будем делать, но в перспективе, в долгосрочной перспективе изменение климата несет определенные риски, которые в том числе угрожают нашей с вами жизни, да. Вот здесь вот хотелось бы на это обратить особое внимание и про вынужденное перемещение сказать, опять же, в контексте, да, вот, который мы имеем в Казахстане, тоже достаточно важно про эту тему, как последствия изменения климата, на это обратить внимание, потому что
ну, мы уже там в западных регионах, в северных в том числе, столкнулись с тем, что люди просто вынуждены оставлять свои дома. И вот от наших с вами решений на самом деле зависит очень многое. Вот. Здесь вот представлена карта Казахстана. Есть вот такой вот такой сервис, да, он вот Climilfogen Online называется. В принципе, опять же, да, это будет все предоставлено вам. Здесь можно отслеживать то, как изменяется температура, да, то есть это вот здесь у нас конкретно представлена максимальная температура воздуха, это вот промежуток 1990 год по 2020. И сразу вот обратите внимание, я прошу вас на слайды, да, потому что следующий слайд, вы визуально увидите разницу, да, которая здесь есть. Это у нас 2020-2050 годы. То есть здесь сразу же наблюдается то, как эти процессы идут, и на самом деле данный сайт, он работает в онлайн-режиме, да, он accessible, здесь опять же в презентации будет на него ссылка, и вы можете смотреть по разным параметрам, не только по температуре, да, но и по другим, которые представлены здесь. И что интересно, именно по Центральной Азии работает данный ресурс. И он, почему по Центральной Азии? Потому что на самом деле развивающиеся страны, да, или менее развитые страны тоже, они играют достаточно большую роль в процессе изменения климата, потому что ну, большая часть на самом деле выбросов приходится на страны Азии, да, вот, поэтому здесь тоже очень важно обратить на это внимание. Ну, вот из последнего репорта, который делался международной МВО, да, благодарю, метеорологической организации всемирной, да. Вот по их репорту за 2023 год, буквально он недавно вышел, пару месяцев назад всего, по его данным 2023 год был самым теплым. То есть здесь мы также можем, наверное, каждый из нас это тоже ощущает, потому что погода — это то, с чего мы начинаем каждый день, и говорим о погоде, думаем о погоде, подеваемся по погоде, да, то есть это все на самом деле очень близко нам, поэтому здесь особое внимание, да, необходимо на это обратить. Вот. Ну и, собственно, это вот представлена здесь, да, температура, такая средняя температура в период с 1991 по 2020 годы. Опять же, это взята информация с репорта, и здесь вот наши руководители, да, вот ООН, и МВО, в том числе, ВМО, точнее, в том числе, они бьют тревогу и говорят, что, ну, это уже крайняя точка. На самом деле они не единственные, кто это делает, делают это практически все об этом говорят, все бьют тревогу, но одно дело об этом говорить, другое дело предпринимать какие-то меры. Собственно, наверное, от этой тоже боли, в том числе, родился и наш проект, да? Вот, ну и, собственно, вызовы, которые, да, перед нами стоят, это то, что мы сталкиваемся, да, с этими последствиями уже сейчас. Каждый из нас, на самом деле, все это видит на ежедневной основе, и очень важно, чтобы мы сами предпринимали хоть какие-то маленькие меры, будь это на индивидуальном плане, да, то есть личностном, когда вы можете принимать какие-то другие решения после того, как вы будете осознавать последствия, да, которые имеются, либо это на том же корпоративном уровне, да, там где-то в профессиональном развитии и так далее. Ну и здесь вот, наверное, такое завершающее, да, что вот есть большая международная повестка, вот Дана как раз-таки в следующем блоке нашей презентации будет об этом говорить. Она на самом деле формирует определенный пул решений, которые вот как раз-таки стоят перед нами с вами для реализации последующего экзекьюшена, и чтобы мы уже могли делать мир лучше и в перспективе создавать такие условия, которые приведут нас к тому, чтобы наши дети, внуки, правнуки, да, могли жить в совершенно другом мире. Вот. Спасибо, Арай. Так, теперь мы поговорим уже про международную повестку. Опять же,
когда мы смотрели на таблицу зарегистрированных людей и видя 16-летних школьников и людей уже третьего возраста, мы понимаем, что некоторые вещи, мы не до конца понимаем нашу аудиторию, да, то есть мы будем с вами учиться работать, и некоторые вещи для кого-то покажутся очевидными или слишком базовыми, но мы не можем об этом не сказать. И для того, чтобы начинать говорить про международную повестку, и про это мы будем в последующей лекции, наши domain experts будут говорить, важно обозначить такие базовые столпы. Мы не можем не игнорировать ООН, когда мы говорим про климат. И сразу же для понимания, о каких структурах ООН мы будем в дальнейшем упоминать, я здесь просто решила подготовить слайд, что у ООН есть огромное количество подразделений, и началось вообще все с ЮНЕП. Да, ЮНЕП – это структура, которая является частью программы ООН, и расшифровывается это как United Nations Environmental Program, то есть программа по окружающей среде Организации Объединенных Наций. И я просто предвкушая то, о чем будут говорить наши последующие спикеры, особенно международные, понимаю, что, скорее всего, они сразу прыгнут на профессиональные терминологии, и мне показалось важным рассказать про то, как все начиналось и что зачем шло в контексте появления климатической повестки в международном праве. Началось все на самом деле с как раз-таки Всемирной метеорологической службы, организации, которая вот здесь в 1985 году совместно с ЮНЕП, как я уже до этого сказала, они в 1985 году начали создавать собственную, так скажем, группу, которая называлась консультативная группа по парниковым газам. Почему это появилось в 1985 году? Потому что как раз-таки это был первый период, когда метеорологическая служба, люди, кто занимается измерением температуры воздуха, начали замечать какие-то аномалии. После того, как появилась консультативная группа, у нас в 1988 году создается уже как раз-таки МГИК или IPCC. Я рекомендую вам запоминать логотипы. Опять же, я не знаю, может кто-то первый раз вообще видит такой логотип. IPCC – это международная группа экспертов по изменению климата, куда входит огромное количество экспертов с разных географий, и там есть определенная diversity, чтобы как раз-таки учитывать разные страны, экономики в части обсуждения вопросов климата. Для чего эта группа создана? Они выпускают регулярные отчеты, доклады, которые научным образом собраны, и там вся доказательная база о том, что происходит на сегодняшний день в вопросах изменения климата. А также МГИК выпускает ряд рекомендаций в адрес государств, экономик, полисимейкеров о том, что они считают важным, допустим, на год выпуска доклада. Доклады не выпускаются каждый год, там нету какой-то определенного правила, что это делать раз в год или два, по-разному. Но первый, на самом деле, был выпущен в 90-м. И после того, как создался IPCC, так скажем, собралась экспертная группа из разных стран, есть с кем разговаривать, вроде как налажен диалог. И в 90-м году в Генассамблее ООН начинаются как раз-таки переговоры о создании рамочной конвенции для того, чтобы перейти уже от экспертных обсуждений к более конкретным каким-то законодательным вещам. И таким образом в 1992 году появляется вот такой логотип, который вы будете видеть везде, когда читаете что-то про климат. Появляется рамочная конвенция ООН об изменении климата. По-русски называют РКИК ООН, но чаще всего вы будете встречать, скорее всего, сам логотип, это UNFCCC. United Nations Framework Convention on Climate Change. Это рамочная конвенция, которую в 1992 году приняли, подписали на саммите Земли 154 страны. РКИК ООН вступает в силу не сразу, вступает он в силу в 1994 году. А что значит вступает в силу? Ну, потому что сначала вы можете подписать, а потом идет процесс ратификации, да, когда каждая страна уже начинает брать на себя некоторые обязательства и внедрять это в собственные какие-то законодательные акты. РКИК ООН подписали страны из разных категорий, и их, тут тоже очень важный момент, делят на три группы, три категории. Это развитые страны с особыми финансовыми
финансовыми обязательствами и развивающиеся страны. Кто к какой стране относится, можете почитать, прямо в Википедии есть, по-моему, статья. Я думаю, вы понимаете, куда относится Казахстан. К категории 3, пока категории мы себя относим. И что такое вообще эта конвенция? Это международное климатическое соглашение о совместной работе в вопросах митигации и адаптации, связанных с последствиями изменения климата. Далее проводится в 1995 году, на следующий год, первая конференция ООН по вопросам изменения климата. По-русски тоже почему-то называют КОП, вообще по-английски COP, Conference of Parties. Да, первый КОП прошел в Германии, в Берлине. И что такое КОП? Это высший орган переговорного процесса для реализации положений, которые были в конвенции. Что такое переговорный процесс? Надо понимать, что КОП не просто так длится 2 недели каждый год. Это действительно очень долгий процесс работы всех стран, участников РКИК ООН, которые в течение 2 недель занимаются переговорами. И каждая группа, каждая страна, точнее, формирует переговорную группу, в которую входят полисимейкеры, туда могут зайти международные эксперты, независимые эксперты, представители министерств и так далее. И в переговорной группе в развитых странах очень часто выступает молодежь. Я очень честно, я сама себя отношу пока к молодежи, и мне очень важным кажется достижением, если мы с вами совместно достигнем того, что от Казахстана в переговорной группе будет присутствовать молодежь. На сегодняшний день она не присутствует, поэтому это вот такой важный момент, потому что переговорная группа, она не просто участвует в конференциях с бейджиком делегат, она действительно принимает участие в переговорах и выставляет свою собственную позицию. Дальше пошел очень тоже важный процесс в 1997 году. Если говорить про климатическую повестку, то, наверное, почти каждый слышал про Киотский протокол. В 1997 году была 3-я конференция КОП в Киото, и там был принят и создан Киотский протокол. Это дополнительный документ конвенции, первый дополнительный документ конвенции, который изначально был принят как глобальное соглашение о охране окружающей среды, который основывается на рыночном механизме. В этом году появилось такое понятие, как торговля выбросами или же углеродными единицами. Это очень знаменательный год. Я хочу, чтобы вы его тоже запомнили, потому что дальше вам будет легче слушать лекции последующих спикеров. И что такое рыночный механизм регулирования? Тогда как раз и придумали такую историю, что каждая страна и каждый, так скажем, полютант, он выбрасывает выбросы в разном объеме. И нужно находить какие-то рыночные механизмы обмена, продажи, перепродажи, чтобы заинтересовывать вообще рынок этим заниматься. Поэтому создались системы торговли выбросами, которые работают как на межстрановом уровне, так и межкорпорационном. И тоже важный момент в Киотском протоколе. Этот протокол имеет отношение к определенным типам газов. Это углекислый газ, метан, закись азота, гидрофторуглероды, первофторуглероды и гексафторид серы. По метану сейчас очень много повестки, потому что метан – это один из самых… То есть 1 тонна метана – это в разы больше и хуже, чем 1 тонна СО2. Ну, если прям совсем простым языком говорить. Про это, я думаю, тоже коллеги будут в будущем рассказывать, но я обращаю ваше внимание, чтобы немножко вас заинтересовать заранее. В дальнейшем потом проходила куча КОПов. Опять же, это была стартовая позиция, тогда только-только страны пытались разобраться, как с этим работать и так далее. Проходило оно в самых интересных местах. В Бонне, кстати, несколько раз проходил КОП, и в Марракеше тоже, в Буэнос-Айресе, по-моему, тоже 2 раза. В общем, UNFCCC любит выбирать интересные локации по всему миру, чтобы проводить свои конференции, встречаться, обсуждать климат.
Далее есть очень важный тоже момент, когда в 2005 году наконец-то Киотский протокол вступил в силу. Что это значит? Это значит, что его как раз-таки ратифицировали большинство стран. Процесс ратификации, я здесь тоже делаю пометку сразу, это утверждение верховной государственной властью данного международного договора. То есть когда верховная власть любого государства в конце концов приняла, что да, действительно мы не просто подписали Киотский протокол, но мы его внедряем у себя в стране. И представьте, сколько времени сколько времени потребовалось для того, чтобы страны в конце концов ратифицировали с момента 1997 года до 2005 целых 8 лет. А потом проходит снова 8 лет обсуждения всех этих политик каждый год на регулярной основе, это уже традиционно. И в 2015 году это очень такой значимый год как для ООН, так и для всей повестки климатической. В рамках Парижа и Парижского КОП-21 создается Парижское соглашение. Парижское соглашение – это документ, который на сегодняшний день является главным документом, потому что он действует, и все споры и дебаты по поводу климата, они вокруг Парижского соглашения. Этот документ стал взамен Киотского протокола. То есть Киотский протокол немножко потерял свою актуальность, и Парижское соглашение стало дополняющим документом. Целью соглашения является как раз-таки основной момент касательно повышения температуры Земли. Есть все эти предсказательные различные отчеты о том, что вот мы уже сильно достигли вот этого повышения среднегодовой температуры в размере 1,5 градуса, и не близок день, когда мы достигнем 2. И, собственно, Парижское соглашение, оно основной целью статьи 2 данного соглашения является максимальная активизация действий всех сторон для того, чтобы не сильно уйти от 1,5 градусов и не достичь 2. Почему я делаю акцент на статью 2? В дальнейшем в лекциях тоже будут подниматься определенные статьи данного соглашения. Это очень важно на самом деле разбираться, какая статья к чему относится и какая имеет некую иерархию. В этом же году, кстати говоря, утверждается ЦУР. У нас в Казахстане почему-то очень любят использовать ЦУР, это прям какой-то мейнстрим. ЦУР ООН – это фреймворк, который ООН придумал и выплюнул в рынок, создал и выпустил на рынок такое понятие, как цели устойчивого развития. По сути, это фреймворк действий, 17 целей, разработаны Генассамблеей в качестве плана действий для всех государств, участников ООН, для совместного устойчивого будущего. Немножко звучит как-то облачно, что-то очень концептуальное. Оно таки есть, это очень концептуальные 17 целей. Каждая из них нацелена на от вопросов доступной воды, заканчивая гендерным равенством. И 13-я цель – это как раз-таки действия в адрес борьбы с изменением климата. Ну и это, наверное, очень самый последний момент в международной повестке, который является ключевым майлстоуном. Дальше до сих пор, и я надеюсь, каждый год будут проходить КОПы. В прошлом году это было в Дубае, в этом году это будет в Баку. Как бы странно ни казалось, очень нефтяные страны последние годы хостят данное мероприятие. На эту тему тоже очень много споров. Если вам интересна эта тема, почитайте, довольно много разных мнений экспертов о том, как выбирать правильные страны для проведения конференции по изменению климата. И на этом, наверное, международная повестка overall закончится. Я сделала такой обзор, потому что со второй лекции начнется уже большее погружение в каждый из подобных документов, и уже начнется обсуждение различных страновых политик. Поэтому я, конечно, извиняюсь перед людьми, для кого эта информация слишком базовая, но мне кажется, что я не могла про это не сказать. И мы плавно переходим к национальной политике. Здесь не все так однозначно. На самом деле есть страны, где есть Министерство климата, и это очень развитые страны чаще всего. А в нашем случае основным
госорганам, которые регулируют вопросы изменения климата, их два, как бы странно ни казалось. Это Министерство экологии и природных ресурсов и, внимание, Министерство национальной экономики. Правильно это или нет, не нам судить, но вот здесь перечислены список документов, которые, если вам действительно интересно заниматься научным правом, климатическим правом, я рекомендую скачать, они есть на Адлете в открытом доступе. Если нужно, можем продублировать прямо в Телеграм-канал все полные документы. Это те основные документы, на которые сейчас стоит ссылаться при подготовке любых аналитических записок, связанных с климатическим правом в Казахстане на сегодняшний день. Естественно, это все начинается с экологического кодекса, который был обновлен в 2021 году. Тоже очень много было обсуждений в профессиональном поле, насколько правильно его обновили или нет. Так или иначе, мы имеем новый экологический кодекс. В 2021 году вы можете почитать разные есть аналитические записки о том, что поменялось, насколько это правильно или неправильно. И в прошлом году была принята стратегия достижения углеродной нейтральности до 2060 года. Это как раз-таки документ, который относится к Парижскому соглашению и к Казахстану. Казахстан взял на себя обязательство, что мы ратифицировали Парижское соглашение, и мы данный документ, на него ссылаемся в рамках подготовки, собственно, отчетности страны о том, как мы дальше движемся. И вот почему я сказала про парадокс, про Министерство экологии и экономики. Данный документ регулируется Министерством национальной экономики. И это тоже важный момент, чтобы вы понимали, да, когда будете работать в этом направлении. При Миннацэкономике создана на сегодняшний день рабочая группа, которая формирует продолжение стратегии. Да, эта стратегия – это довольно верхнеуровневый документ. Теперь разрабатывается дорожная карта к данной стратегии, конкретный план действий. И создана рабочая группа при Миннацэкономике, в нее вхожу также я и мои коллеги из разных секторов. Там есть сотрудники, руководители компаний из консалтинга, банков, нефтегазового сектора, энергетики, в общем, из различных сфер собрана данная рабочая группа, которая совместным образом, путем различных дебатов, да, и предложений в рамках определенных подгрупп создает собственные предложения в адрес Министерства нацэкономики, чтобы данную дорожную карту создать и сделать ее, так скажем, по уму. Есть также план мероприятий по реализации концепции по переходу к зеленой экономике. Тоже документ, но он чуть постарше, он был принят в пандемию. Есть обновленный национальный вклад в глобальное реагирование на изменение климата. Это как раз-таки документ, по которому в том числе мы отчитываемся в рамках Парижского соглашения отчасти. И концепция развития системы управления водными ресурсами буквально создана в этом году. Проблема воды вновь заинтересовала, я рада этому, наших управленцев государственных, и мы видим активный интерес и спрос на профессионалов в области воды, потому что вода и климат – это одно и то же на самом деле. Климат, вода – все взаимосвязано. Как-то так. Наверное, вот на этом именно лекционный материал я завершу и перейду к завершающей такой части о том, почему мы это создали. Наверное, надо было сказать в начале, но мы решили это оставить на десерт. Инициатива Climate Action Initiative Central Asia – это НПО, которое было создано в прошлом году в преддверии COP28 в Дубае. И наш мандат – это взращивать локальную, региональную экспертизу среди молодежи по вопросам климата. Очень долгое время, больше 30 лет, Казахстан, как и другие страны Центральной Азии, нанимали консультантов, зарубежных экспертов, и по сей день это делают для того, чтобы принимать какие-то решения. Это прекрасно. Но есть вопрос подрастающего поколения, есть вопрос локальной экспертизы. Можно создать очень много стратегий, но на местах ее должны выполнять граждане Казахстана. И мы понимаем, что такая проблема есть не только в Казахстане, но и в наших соседях, это страны Центральной Азии. Поэтому это было изначально целью создания Climate Action Initiative, нацелено на
развития экспертизы среди молодежи по 3 направлениям. Climate Science and Tech, то есть наука и технологии в области решений, связанных с климатом. Climate Law and Policy, как климатическое право и климатическое управление. И Climate Finance, как направление в финансах по климатическому финансированию. Мы считаем, что все эти 3 вертикали не могут работать друг без друга. Стартапы не могут работать без финансирования, финансирование не может работать без права, законопроекты должны создаваться. Любой проект, который сейчас питчат активно на рынке, не может создаться без соответствующих изменений в законе и принятия новых финансовых инструментов. Мы видим и наблюдаем, что есть запрос, но мало действий. Да? И мы понимаем, что это все не появится за один день, но будем рады, если кто-то из вас продолжит свое профессиональное развитие в данных направлениях. Очень коротко, мы эту инициативу презентовали еще на КОПе в Дубае. Тогда мы не были настолько популярны, это было с самого начала, но я благодарна возможности, что нам на самом деле хотя бы дали возможность это презентовать от имени молодежи, и даже вице-министр экологии Японии тогда присутствовал на павильоне, что тоже радует. Мы презентовали это в прошлом году нашему министру экологии, господину Самбаеву, и другим международным организациям, которые работают в области права. Вот я как раз на первой фотографии на курсе, прекрасный курс, всем советую, по Climate Law. Я пришла туда, и там были одни юристы. Я поняла, что я вообще совершенно другого уровня знаний, и мне было очень интересно видеть, как огромное количество юристов встречается ежегодно, и они обсуждают проблемы законов каждой из своей страны, и в чем есть консерны, да, в чем есть несостыковки с Парижским соглашением и с другими вещами, и это, наверное, было тоже одной из мотиваций хотя бы какой-то вклад внести в климатическое право в наших странах. Мы также познакомились с другими организациями молодежи, их очень много в мире на самом деле, которые ратуют за климатическую повестку не просто в рамках экоактивизма, а в профессиональном поле. Их очень много в Евросоюзе, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. И наша цель с ними всеми сотрудничать и быть, так скажем, видными и делать совместные проекты. Что будет дальше? Сегодня был такой ознакомительный, да, момент, когда мы друг с другом познакомились, и мы на самом деле будем проводить лекции, как вы уже знаете, весь июнь и июль, каждую среду, практически в одинаковое время, там буквально 2 лекции будет чуть-чуть в другое, мы об этом всем пишем в нашем телеграм-канале. И в чем есть наша фишка, да, так скажем. Я сама преподаю в вузах, и я вижу, что очень много людей на самом деле казахоговорящие. Вот у нас Арай прекрасно говорит на казахском, я к этому тоже очень стремлюсь, но мы понимаем, что профессиональный контент на казахском языке о климате — это не то чтобы самый доступный тип контента. И для того, чтобы казахоязычная молодежь могла иметь доступ к такому контенту, по итогу прохождения всех этих лекций мы переведем именно аудиодорожки данных лекций на казахский язык и поставим субтитры на записи для казахоязычных ребят. К сожалению, мы пока не можем сделать это в синхронном переводе, поскольку очень мало переводчиков, кто готов переводить климатические термины в режиме онлайн, но я думаю, что мы сделаем все возможное, чтобы сделать соответствующий перевод на профессиональном уровне. И на YouTube-канале все, кому интересен климат на казахском, мы это опубликуем. Далее, вопрос дефиниции, как я сказала в самом начале, да, и Арай тоже это упомянула, нужно говорить на одном языке и на профессиональном языке. Мы за это очень сильно топим, так скажем, и мы понимаем, что для того, чтобы все могли разговаривать и переходить к каким-то решениям довольно быстро, потому что иногда, когда ты говоришь на разных языках, вы не сможете найти консенсус, мы видим со своей стороны какое-то обязательство и, наверное, долг по итогу этих лекций выпустить глоссарий.
И мы планируем осенью выпустить глоссарий со всеми терминами и дефинициями, которые относятся к повестке Climate Law and Policy, Climate Finance на 5 языках стран Центральной Азии. Мы сделаем профессиональный перевод, и все наши лекторы, эксперты, которые будут читать вам лекции со следующей недели, они будут иметь отношение к данному глоссарию, нас корректировать, поправлять, дополнять и так далее. Что еще? У нас планируются мероприятия помимо этого курса. Этим летом планируется 2 хакатона, о которых мы также будем публиковать новости. Первый из них — это Space for Climate, использование космоданных или же данных ДЗЗ, да, дистанционного зондирования Земли, для того, чтобы оценивать или предсказывать эффекты изменения климата. Мы туда сразу сделаем анонс, да, приглашаем на самом деле всех, но в особенности тех, кто умеет работать с геоинформационными системами, географов, специалистов по воде, айтишников и прочее. Второй хакатон будет также летом, в конце лета, AI for Climate, применение инструментов искусственного интеллекта для того, чтобы оценивать риски и эффекты изменения климата. Мы это будем делать совместно с нашим соучредителем Адина Абдрахманова. Она Chief AI офицер в нашем стартапе и сотрудник из Института искусственного интеллекта и умных систем Назарбаев университета. Назарбаев университет нас поддерживает, и мы будем совместно делать такой хакатон. Почему мы это делаем? Тоже важно обозначить. Мы понимаем, что Climate Tech стартапы никогда не появятся просто так. Чтобы появились Climate Tech стартапы, нужно, во-первых, в принципе, рынку объяснить, что нужно, какова повестка, какие требования. И у нас есть Scientific Committee, сотрудники различных институтов и университетов, которые будут помогать командам, которые хотят создать свои стартапы с научной составляющей. Я свято верю в то, что невозможно, чтобы человек создал Climate Tech стартап без бэкграунда, хотя бы чтобы кто-то в команде был с бэкграундом там, related to environmental science. Да? И мы хотим создать вот этот вот network, где мы просто постараемся создать это сообщество путем этих хакатонов, лекций. Возможно, кто-то из вас захочет создать стартапы, я не знаю. Но надеюсь, что вы тоже будете вовлекаться в наши мероприятия. И основная цель — это провести осенью предакселерационную программу как раз-таки для идей, для новых команд, которые хотят создать стартапы. У нас будут бизнес-трекеры зарубежные. Почему я про это так уверенно говорю? Потому что я сама фаундер Climate Tech стартапа, и, к сожалению, текущие акселерационные программы на базе Асана-хаба или других стейкхолдеров, они не совсем относятся именно к климату. Там есть специфические направления, и я проходила просто и акселерационную программу и Асана-хаба, и Моста, и так далее, и на своем опыте поняла, что уметь с Climate Tech стартапами работать тоже нужно. И это должны быть бизнес-трекеры из индустрии, те, которые умеют с таким работать. Мы проходили климатический акселератор за рубежом в Европе и позвали... Что-то случилось? Ладно. Позвали... И позвали бизнес-трекеров, которые супер экспириенс направления Climate Tech, через которых прошло уже 1000 этих стартапов, в Казахстане нам помочь. Поэтому у нас будет очень такая крутая экспертная группа. Я надеюсь, что вы оценили наши, так скажем, наши усилия, да, того, кого мы привлекли в качестве экспертов в этом курсе, потому что это все про боно, это абсолютно бесплатно, и мы никому не платим из экспертов. Это люди, которые, сидя в Вашингтоне, готовы читать лекцию Казахстану. По-моему, это очень круто. И таких экспертов мы будем привлекать все больше и больше. То, что сегодня происходит, это проба пера. Я действительно очень сильно благодарна всем, кто пришел, кто с нами в онлайне. И я надеюсь, что вы получите удовольствие, и новые знания дадут вам какую-то, может быть, мотивацию заняться больше в климате правом, финансами, а может быть, наукой. Аре, если есть что добавить. Да, следующий, да, можно вот как раз как завершение.
Да, вот у нас, на самом деле, очень классно Дана завершила. Здесь, наверное, только остается показать еще раз, да, наш силабус и в целом адженду, которая предстоит. Также на сайте вывешивается данная информация, но в целом, чтобы еще раз, да, где-то, наверное, закрепить и запомнить, хотелось бы вот вам такой таймлайн показать, что ждет вас дальше с точки зрения участия в этом проекте, да. Следующие лекции, в принципе, вот будут каждую среду, да, как уже было обозначено. Предварительное время это 17:00, но так как вот у нас есть люди из Вашингтона, есть люди из Нью-Йорка, есть коллеги, которые подключаются из Европы, и есть определенные time differences, да, которые мы учитываем, и где-то будут погрешности. Но, тем не менее, set in stone является день проведения мероприятия. Что касается времени и ссылки, эта информация всегда будет появляться в нашем телеграм-канале, вот как сегодня, да, за полчаса до лекции. В целом, в день лекции мы будем вам напоминать о том, что сегодня лекция. Дальше за полчаса до лекции мы вам будем направлять ссылку, чтобы вы могли подключиться, да, в то время, которое оговорено. Поэтому здесь я знаю, что очень много вопросов возникало у коллег еще по сертификатам, да. Здесь по сертификатам, наверное, есть смысл, да, обозначить, что мы за участником, точнее, и в онлайне, уважаемые коллеги, кто в онлайне, и в офлайне, все те, кто сегодня пришел, подключился, дослушал до конца, вот просим пройти, собственно, по QR-коду. Это и будет как раз-таки тем инструментом трекинга вашего аттенденса, да, вашей посещаемости наших лекций, по результату которого будут выдаваться сертификаты. Вот, собственно, про сертификаты и орг-моменты, наверное, это все. В целом и вправду огромная благодарность каждому, кто сегодня ножками дошел до этого зала МФЦА. Большое спасибо за ваше время. Мы на самом деле очень ценим ту поддержку, которую оказывают нам и коллеги, кто активно продвигал это мероприятие, и те коллеги-эксперты, которые подключаются. Они вправду это делают про боно, поэтому мы будем благодарны вам за поддержку. Сегодня это такая первая, очень вводная, такая мягкая софт-лекция, да, но в последующем, вот даже начиная уже со следующей недели, будет вот у нас Люс, да, она будет говорить как раз-таки уже про конкретные вещи с точки зрения права. Первая половина, точнее, наших лекций — это про право, вторая половина — это про финансы. Да, то есть по половине мы их разделили. В целом, по орг-моментам, наверное, все. Большое спасибо за то, что вы нас прослушали. Мы, наверное, можем перейти плавно к сессии Q&A. Да? То есть вот если вопрос есть как в офлайне, так и в онлайне, вот у нас Назира нам может ассистировать, да, в части предоставления микрофона. Или не получится? Ну, в общем, anyway, да, как-нибудь сделаем. Поэтому, коллеги, если есть вопросы, фидбэк, тоже welcome, да, то есть мы на самом деле делаем тоже сами это впервые, большой outreach получили и готовы тоже меняться, делать, да, улучшать эти процессы. Ага. Вопрос из чата. Можете, пожалуйста, рассказать о существующих сертификациях, таких как JRI, CFA и ECG. Последнее как еще раз? ECG. Ну, как человек, который делал консалтинг Big Four, наверное, могу взять эту ответственность за эти вопросы на себя. Ну, начнем с того, что это такого прямого отношения к сегодняшней теме не имеет, да, наверное, это надо обозначить, но это на самом деле очень известные названия сертификаций, которые есть на рынке, которые на самом деле могут дать хорошие знания, если говорить о GRI, это Global Reporting Initiative, да, это непосредственно инициатива глобальная по предоставлению финансовой отчетности. Вот мы с Даной являемся сертифицированными специалистами именно по подготовке нефинансовой отчетности. Что касается CFA, наверное, CFA на ESG Investing здесь имеется в виду, потому что CFA, ну, делится, да, в контексте, наверное, нашей конкретной темы, это больше про этот сертификат. Очень отличный инструмент для того, чтобы как раз-таки вот где-то на стыке, наверное, работы с стартапами, да, то есть такой social investing вообще в целом инструмент больше про как раз-таки climate finance. Вот. И что касается ESG, ну вот последнее, это, наверное, просто как терминология была использована, да. В целом, я бы еще добавила, что есть такой сертификат CSR, если вот человек интересуется сертификацией, наверное, есть смысл про это проговорить. Это Climate and Risk Certificate, да? CSR.
Climate and Sustainability Risk. Climate and Sustainability Risk называется, да. Он от Гарпа, тоже очень хороший сертификат, как раз-таки больше к теме сегодняшней лекции про изменение климата. Я бы, если есть мысли, какой брать сертификат, я бы рекомендовала, может быть, на него посмотреть. У нас в Казахстане буквально пару человек есть, кто этим сертификатом обладает. Какие-то еще вопросы, да, есть? Из зала. Следующий вопрос. У нас молодежь активно интересуется этим хакатоном. Пишут, можно будет подаваться на хакатон, если нет 18 лет. Я думаю, да. У нас уже есть челленджи для хакатонов, они довольно специфичные, если вы не имеете, наверное, технологического бэкграунда, но это ничего не отменяет в части объединения команд. Да? То есть хакатоны все равно подразумевают командную работу, можно индивидуально участвовать, а можно присоединиться к более, так скажем, команде с опытом, чтобы научиться чему-то новому и работать в коллаборации. Поэтому возрастных ограничений нет, и если есть большое желание, присоединяйтесь к какой-то команде, либо же рискните и поучаствуйте одни. Там девушка с дальнего ряда поднимала руку. Да, давайте передадим. У меня на самом деле не вопрос, а такой короткий комментарий. Было приятно видеть это перечисление национальной политики по climate change, но я, к сожалению, там не увидела стратегию о декарбонизации до 2060 года. Что вы думаете? Интересно было бы узнать ваше мнение по ней и как по ней дальше двигаться, потому что, например, в моей работе это сейчас, кстати, будет одним из хороших таких вопросов. Там, знаете, насколько мы ее читали до этого, конечно, прописано все очень обтекаемо, но при этом должны быть какие-то более четкие индикаторы. Это, например, то, чем мы будем заниматься в будущем. Спасибо. Да, во-первых, стратегия любая, да, там то, что и в первом списке было, о которой я говорила при нацэкономике, про рабочую группу. Стратегия всегда будет оставаться верхнеуровневым документом, и, по идее, к стратегии должен быть прикреплен в идеале какой-то дорожная карта, экшн-план и так далее. Я соглашусь с вами, что это очень верхнеуровневно прописано. Наверное, если бы мы могли бы иметь здесь кого-то из министерства, хотя я видела, что люди из министерства регистрируются, очень этому рада на наш курс, может быть, они нас слышат и смогут вам тоже помочь ответить на данный вопрос. Я думаю, что наша как раз-таки задача подготавливать специалистов, как вы, которые смогли бы на профессиональном уровне задавать такие вопросы, как минимум, да, в адрес государства. Поэтому мне конкретно по этому документу сказать нечего. Мы, конечно, его знаем и с ним ознакомлены, да. Спасибо. У нас еще один вопрос с прямого эфира. Пишет Акжол Баймухан. Вопрос к Дане. Дана, вы как преподаватель вуза, какова ваша точка зрения внедрения в силабус дисциплины экология и устойчивое развитие? Тематику по ESG, изменение климата и климатической политики. Я все-таки считаю, что на экологов должны учиться с бакалавриата. Это моя первая позиция. Невозможно получить доп. Образование эколога, если честно. Может быть, я очень консервативна в этом направлении, но это такое базовое образование, с которого все начинается. Там эколог может потом дальше себя докрутить по климату, больше, да, там, получить доп. Образование и так далее. А краткосрочные курсы, относящиеся к климатической повестке, why not, да, по типу нашего. Но все-таки я считаю, что если говорить про силабус вузов, у нас очень мало программ, где экологов готовят на базе бакалавриата. И если честно, если бы я имела возможность как-то на это повлиять, можно было бы, наверное, повысить уровень именно подготовки экологов в части STEM, в части не только теоретических подходов, но и технологических подходов, и в том числе посещение всех производственных процессов, чтобы эколог уже по выпуску своему точно знал и имел опыт работы с производствами. Наверное, такой комментарий. Я читаю дополнительный курс в Казахстанско-немецком университете, он идет как доп. Образование. Честно,
доп. Образование это все равно другое, да, поэтому, отвечая на вопрос про силабусы, наверное, надо побольше программ, которые прям bachelor, master's degree, PhD и так далее в environmental science давали доступ, больше грантов на данное направление. Еще вопросы? Если вопросов нет, есть, да? Добрый день, спасибо вам за такой курс. Как молодой эколог я скажу, что да, в нашей стране для молодежи такие курсы не организовываются, и это классно. Спасибо вам большое. Сейчас в связи с политикой, которую принял на себя Казахстан, многие организации крупно начинают получать рейтинги ESG, сдавать отчетность GRI, получать рейтинг по CDP, по раскрытию данных. Вот. Где в Казахстане можно получить сертификацию ESG? Потому что нам компании проводят обучение, но я не скажу, что там, например, 3-дневная лекция поможет мне глубоко понять принципы ESG, его внедрение именно со стороны экологии. Я понимаю, что оно затрагивает много социальных вопросов, но меня на данный момент именно интересует именно экологическая его часть, как эколога. Вот такой вопрос. Хочешь ответить? Могу, давай. Ну, здесь такой... Ой. Работает, да? Красный горит. Нет. Ну здесь такой момент касательно ESG-сертификации. Если я правильно понимаю вопрос, вы хотели бы как эколог получить больше знаний про ESG и подкрепить эти знания каким-то сертификатом. Я вас правильно поняла? Да. Да, на самом деле есть такая проблема в целом в этой области, да, вот в этом hype buzzword, да, ESG, который заключается в том, что нет единых подходов и стандартов. То есть нет, даже вот вы несколько стандартов озвучили, GRI, точнее про рейтинги, да, вы говорили, и вот если мы говорим про стандарты тоже не финансовой отчетности, там тот же GRI, SASB и так далее, IRC, да, то это на самом деле, вот даже очень много есть в LinkedIn различных постов про то, что ESG Universe, да, и там очень много разных, море просто логотипов различных, потому что на текущий момент, когда мы говорим там о нефинансовой отчетности, это одни 10 каких-то лого как минимум, да, и если мы говорим про ESG-рейтинги, это еще таких же, но на самом деле в мире насчитывается порядка 1000 рейтингов, да, то есть это все говорит о том, что на самом деле сейчас какого-то единого такого подхода нет, но многие страны, и в частности Европа, стремится к тому, чтобы прийти к какому-то единому формату взаимодействия, коммуникации и обмена, да, информацией, в том числе по нефинансовой отчетности. И я это все к чему говорю? Я говорю это к тому, что какого-то конкретного сертификата ESG, который вы как эколог можете получить и сказать, что я теперь сертифицирована ESG. Ну, мы вот проговорили про CFA на ESG Investing, про SCR и про GRI Reporting, да, вот эти 3 вещи, но они тоже не говорят о том, что вы знаете ESG. Они говорят о том, что вы знаете какие-то конкретные вещи в ESG-инвестировании, какие-то конкретные вещи в нефинансовой отчетности или там, в климатических рисках. Да? То есть на текущий момент, по крайней мере, я могу, наверное, здесь своим опытом поделиться, да? Для экологов классная такая вот школа осознания, понимания, что такое ESG, это опыт. То есть это опыт, это либо, опять же, какой-то опыт в консалтинге, это получение хороших знаний в Big Four, либо это может быть погружение непосредственно в ESG-департамент сначала как эколога, и оттуда на самом деле развивается вся эта повестка. Вот у The Economist, да, журнала выходила... У нас сегодня микрофоны работать не будут. У The Economist... Работает, да? У The Economist выходила, Рахмет,
У The Economist выходила такой журнал, одна из, вот в прошлом году я вот покупала, там вот 3 буквы И, С и G, и прям ножницами вот так вот, ты видела, да, я думаю, много кто видел, кто из сферы, да, и вот почему там вот ножницами было порезано на самом деле все, что идет после буквы И, то есть environmental, да, это говорит о том, что на самом деле в мире S и G аспекты, они, скажем так, остаются немножко не то чтобы в тени, но все-таки с ними все понятно, да, то есть понятно, что это плюс-минус те практики, которые работают, но что касается E-аспекта, вот он как раз-таки требует больше всего внимания, поэтому long story short, да, environmental аспект. Круто, что вы эколог. Я вас, во-первых, с этим поздравляю, потому что я, не обладая экологическим образованием, я пришла из ESG с international бизнес-образованием, и мне необходимо было очень много познавать, изучать по ходу дела, и тем не менее я не называю себя экологом, моя основная специфика — это как раз-таки те отрезанные буквы S и G, но как экологу вам сертифицироваться можно по разным направлениям, но ваши базовые знания всегда будут вас, мне кажется, драйвить, и вот понимание всей этой повестки, которую сегодня Дана презентовала, как международной, так и национальной, даст вам огромное понимание всех тех регуляторных требований, которые есть в мире, а рейтинги могут подкрепить эти знания тем, чтобы вы понимали, как это работает. Вот как-то так. То есть, к сожалению, на ваш вопрос ответ, что сертификации, к сожалению, для вас как эколога на текущий момент, по крайней мере, as of now, которую бы я знала, не существует. Да, я не знаю, может быть, ты про какие-то такие знаешь? Или, может, коллеги кто-то знает, расскажет, поделится. На самом деле будем рады, да? Все, микрофоны умерли на сегодня. Еще какие-то вопросы, комментарии, ремарки, фидбэк? Сможете без микрофона, да? Работает, да? Здравствуйте, меня зовут Роза. Я хотела бы поблагодарить за такой прекрасный курс. Очень интересно у вас составлена структура самого курса, и интересно было бы посетить такие лекции. Но при этом хотела бы сделать как один комментарий, да, так и задать тоже вопрос. Комментарий будет касаться того, что Дана в своем выступлении сказала, что невозможно заниматься климатическим правом и политикой другие специальности, кроме как экологов. На самом деле есть очень много, я вот как юрист-международник, да, в этом плане, очень много понимаю, что на сегодняшний день именно климатическим правом должны заниматься именно юристы. Конечно. И в этом плане юристы-международники. Почему? Потому что там есть очень много подводных камней, именно юридических аспектов, которые на сегодняшний день продвигают само понятие борьбы, да, с изменением климата. Есть очень много, развилось вообще это климатическое право с очень больших точек зрения, в частности, появились такие юридические проблемы, пробелы в международном праве, международном экологическом праве, такие как, вот, например, определение статуса экологического беженца или климатического беженца, да, например, кто является вынужденным переселенцем, да, это будет просто экологический мигрант, да, например, и так далее. То есть в этой теме можно много говорить. Отдельный аспект — это будут климатические иски, да, climate litigation, о котором вот мы говорим, который продвигается сейчас очень много в мире, да, это пошла такая тенденция на национальном, на региональном, на универсальном уровне рассматривать эти вопросы. Международный трибунал по морскому праву буквально 21 мая 2024 года вынес свое консультативное заключение по ответственности государств за последствия изменения климата. То есть это очень много таких аспектов, которые должны оставаться именно в юридическом поле. Да, конечно. Экологи, к сожалению, не будут эффективно принимать, в частности, решения, да, по таким вопросам. Мой комментарий касается того, что ваше название, ваша инициатива очень сильно созвучна с деятельностью регионального экологического центра Центральной Азии. В частности, вот буквально, если вы знали или не знали, 27 по 29 мая проходила большая центральноазиатская конференция по изменению климата. Я там была. Куда? Просто говорите микрофон, потому что YouTube слушает через... Извиняюсь. И в этом плане сотрудничаете ли вы с данной региональной организацией
чтобы продвигать тоже свои аспекты. Потому что очень много, например, у них есть прям целая центральноазиатская прям платформа, да, по изменению Да, климата. correct. Да. По поводу первого комментария, да, спасибо за вопрос. Ровно точно так же я с вами разделяю мнение, поэтому я говорю, в стране столько юристов, а климатических мало. И тут могут быть не только юристы, могут быть, скорее всего, еще и политологи подключаться, да, как бы те, кто плюс-минус дал бы свою оценку и так далее. В этом, да, по-моему, я так и обозначала вначале, может быть, вы меня неправильно поняли. Что касается второго пункта, региональный центр КАРЭК, мы их знаем, мы с ними общаемся, дружим, очень хотим вместе работать. Но вы знаете, я надеюсь, что мы будем работать. Я вам честно скажу, вот, да, пусть даже на YouTube-трансляции, очень сложно быть НПО с самого начала. И данным проектом мы в том числе стартанули и показываем рынку, что у нас есть большой нетворк экспертов, которых мы хотим вовлекать. Нам не так легко начинать с нуля, однако же мы участвуем, в Алмате я была во время этой конференции, и мы выстраиваем сейчас отношения. Я очень надеюсь, что в ближайшем будущем мы будем анонсировать уже конкретное сотрудничество как с КАРЭКом, так и с другими региональными и государственными, национальными там, институциями. И сразу, да, проговорю, если кто-то нас слушает, мы очень открыты к этому и готовы обсуждать. Плюс, тоже пока не отходя от кассы, у нас, на самом деле, наше НПО, оно очень открыто по отношению к экспертам. Мы хотим собирать таких экспертов, как вы. Мы хотим иметь пул этих людей, потому что мы слышим даже от министерства и от других подведомств, что они, возможно, кого-то не знают. И путем объединения таких экспертов, которые приходят на лекции, там, задают вопросы и так далее, мы хотим создать базу этих потенциальных людей, которые могли бы стать и частью переговорной группы, и какими-то участниками дорожных карт, рабочих групп и прочее. Поэтому, пожалуйста, активно вовлекайтесь, пишите на наши соцсети и так далее. Мы сейчас очень много установочной работы ведем, чтобы иметь конкретные инструменты, как работать с такими экспертами, как вы. Но, пожалуйста, stay tuned, в общем, и давайте дружить. Но в этом плане я являюсь членом экспертной группы Всемирной комиссии по экологическому праву, в частности, вот по изменению климата с 2019 года. В частности, у нас работа ведется именно на международном уровне, большей части, если это говорить о международных неправительственных организациях. На своем уровне я являюсь преподавателем в Евразийском национальном университете. Я тоже продвигаю очень большое количество именно экологического образования, просвещения в области изменения климата и цели устойчивого развития. На самом деле это действительно очень большой пробел есть в высшем образовании, в частности, да, потому что многие не знают, что это такое, и как с этим работать, и как это продвигать. В этом плане, если что, я открыта для сотрудничества. Да, спасибо. Спасибо. Да. Попытаю удачу с микрофоном. Слышно? Не слышно? Окей. Все хорошо. Райдана, спасибо вам за лекцию. Очень было интересно. Сама проблема обозначена. Постараюсь свой вопрос скомбинировать. В первую очередь, можете ли вы еще раз срезюмировать вообще алгоритм действий, что мы вообще люди можем сделать помимо информирования, помимо образования в этой области для того, чтобы предотвратить такие тяжелые последствия об изменении климата. И также второй мой вопрос заключается в том, что есть ли какие-нибудь площадки, где можно, допустим, у меня проект, который косвенно связан с изменением климата, именно мне очень интересно бы связаться там со строителями, с владельцами бизнесов и так далее, с предпринимателями, чтобы эту тему объединить. То есть какие можно площадки посещать, какие группы есть для того, чтобы как-то скооперироваться нам и уже делать совместный проект. Это мне надо хакатон ли посетить или что-то вроде? Первый вопрос, как человек может, если вы хотите просто как гражданин к этому иметь отношение, не совсем профессионально, да, как бы вас интересует это направление, в любом случае в обоих сценариях начните с себя, да. Если вы прокачаете себя хотя бы на базовом знании о климате и расскажете это своему соседу по партии, это уже будет хорошо. Что касается конкретных действий, если по трем вертикалям пройтись, Climate Science and Tech, допустим, да, в вашем случае, если у вас какой-то проект связан с технологиями, я так полагаю,
У нас очень много ассоциаций, у нас есть, вы можете пойти в Международный центр зеленых технологий, это подведомственная организация Минэкологии, они вообще должны и занимаются clean-tech стартапами, green-tech стартапами, в общем, все, что связано с зелеными технологиями. У них есть акселерация от ЮНИДО, они сейчас, кстати, до сих пор ведут прием заявок, можете податься, по-моему, до 15 июня продлили, что-то такое. Есть разные какие-то площадки, где это можно как минимум обсуждать. У нас очень любят ESG-форумы, как-то их очень много в этом году. Надеюсь, что будет как-то более таких специализированных площадок, как вы говорите, специализированных узких нет, наверное, потому что у нас, в принципе, в Казахстане мало людей, ну и экспертов немного в численном значении. Вот, поэтому подавайтесь на какие-то акселерации по Гринтеку МЦЗ-ТИП, по направлению строительства, да, вы сказали? Ну да. Да, есть очень много ассоциаций, да, строительства, да, зеленое строительство даже есть. Есть национальный ESG-клуб, он сейчас работает с НПП Атамикен, у них есть Green Urban комитет, я там тоже состою, и они по зеленому строительству иногда делают встречи. Вот, можете туда вступить, если что, я передам контакт. И могу продолжить вопрос еще? Вот вы встречались с министром энергетики и вообще... экологии, да. Ваши наблюдения, какой вообще курс у государства по этой тематике и вообще насколько отзывчивы и какие приоритеты? То есть... И вот такой вопрос. Я не представитель госслужбы, поэтому все, что сейчас делается, надо отдать должное. Сейчас идет процесс. То есть стратегию приняли в прошлом году, сейчас делают рабочие группы, дорожная карта. К чему это приведет? Мы будем наблюдать. Мы наблюдаем, мы везде участвуем и так далее. Поэтому вроде курс настроен, осталось к этому приплыть, да, и сейчас делаются только первые шаги. Есть уже что-то, что сделано, чем министерство гордится, и там это тоже достаточно какие-то значимые, да, изменения в части изменений законодательства и так далее, но нет предела совершенства, поэтому мне вот на этот вопрос сложно ответить. Опять же, буду рада, если кто-нибудь из госслужбы в следующий раз к нам присоединится и сможет ответить на ваш вопрос. Спасибо. Климатической повестки с Саулей Сабиевой. Да, сейчас у них идет разработка АНУФ 3.0, да, которая обновляется каждые 5 лет, и к 2025 году они готовят новый этот АНУФ. При этом, вот, тоже будучи на площадке, да, данной ЦАКИК, я увидела, что идет очень сильная взаимосвязь 5 центральноазиатских государств по вопросам адаптации, смягчению изменений климата. При принятии нового экологического кодекса в 2021 году была внедрена целая глава, раздел, да, по адаптации к изменению климата. Это тоже такие законодательные шаги, которые продвигает Министерство экологии для борьбы с изменением климата. И в целом очень большая работа проводится, просто это не всегда видно будет вот прям как бы здесь и сейчас. Это сначала приходится это на законодательном этапе, потом идет практическое применение, да, а потом уже мы будем видеть все результаты данной деятельности. Да, это очень много сейчас работы по документам, которые вот, стратегия только принята в прошлом году, да, Минэкономики. Минэкологии очень много работает в части законопроектов, изменения экологических кодексов, сколько они меняли. Это невидимая работа, и я чем больше начала общаться с госслужащими, тем больше мне становится их жалко, потому что многие не видят иногда на самом деле какой-то невидимой работы, без которой невозможно стартануть. И что касается вот вашей идеи, даже Международный центр зеленых технологий, они сейчас тоже стараются перекроить свою структуру, чтобы быть более открытым к решениям с рынка. Надеюсь, что у них это получится. Я веганка по этическим причинам, и часто, когда мы говорим о веганстве, затрагиваю также причины, например, климата, что нужно переходить на веганство, и как сильно это влияет. Я просто на слайдах не увидела, я хотела узнать, насколько сильно влияет, например, насколько снижаем мы свой консюмеризм, когда мы переходим, например, на веганство и так далее, и насколько это тоже важная причина, потому что, например, на слайдах ее не было видно. Благодарю, за вопрос. На самом деле в причинах, точнее, и в причинах, по-моему, в последствиях изменения климата у нас это было где-то обозначено, и про консюмеризм, и про то, что именно
процессы, когда мы, даже вот знаешь, предыдущий был, вот производство продуктов питания, вот у нас был такой пункт, но на самом деле у вас вопрос немножко другой, да, у вас вопрос про то, какие конкретно цифры, да, какие результаты. Просто часто, когда мы говорим про производство продуктов питания, не все понимают, например, взаимосвязь там производства мяса или ПЖП в целом, продуктов животного происхождения, как не влияет на климатическое изменение, что это не просто, например, там пшеницу вырасти и так далее, что это разные вещи. Да, ну, у нас, к сожалению, этих цифр нет, но на самом деле, вот я думаю, что это очень хорошая ремарка, да, с вашей стороны, такой комментарий, который, возможно, всем, да, и в онлайне, и в офлайне будет услышать полезно, это то, что вот весь этот лайфсайкл, да, который проходит мясо, да, до того, как оно попадает нам на стол, на самом деле на этот процесс затрачивается огромное количество, во-первых, он состоит из большого количества шагов, во-вторых, вот как раз-таки все эти действия, которые предпринимаются, начиная от того, что этот скот там поется, кормится, потом там, в общем, не буду дальше в процессы лезть, я и не так хорошо в них на самом деле разбираюсь, но дело в том, что в рамках вот этого всего процесса есть определенные выбросы, да, которые формируются и которые также влияют на изменение климата. Но и помимо этого, вот я вот на физические процессы как эколог, наверное, сильно не смогу прокомментировать данные. Если у тебя есть тоже комментарий, буду рада. Но дело в том, что здесь помимо того, что там у нас есть логистические там особенности, да, когда там транспорт привлекается и, соответственно, там тоже эмиссии, да, но здесь есть еще такой момент, что у нас есть та же засуха, которая приводит к тому, что скот гибнет, да, ну, то есть еще другие факторы, которые на самом деле не очевидны, но, опять же, тоже имеют определенное влияние. Вот. У меня будет короткая ремарка, смотря что вы называете веганской продукцией. Продукция любая, да, там от айфона до сока, имеет свою как раз вот этот life cycle. И у каждого продукта есть углеродный след. Я не уверена, то есть, во-первых, я должна здесь обозначить, что здесь надо статистику под рукой иметь, но на самом деле производство там хлеба безглютенового и количество воды, энергии и всего, что потребляется для того, чтобы его создать, возможно, иногда может конкурировать и с производством стейка. Ну, на самом деле, да, то есть у каждого предмета есть углеродный след. Он считается по скоп 1, скоп 2, скоп 3, там 3 уровня того, как считается углеродный след. Поэтому это такая довольно долгая дискуссия, к которой нужно подготовиться с точки зрения чисел. Да. Этим я не обладаю, да, потому что я не изучала никогда веганскую продукцию, но я смею полагать, что даже для создания миндального молока, скорее всего, используется тоже очень много ресурсов, чтобы оно по итогу появилось. Поэтому вот такой комментарий. Очень сложно говорить четко да или нет, зависит от продукта. Окей. Еще вопросы? Я думаю, что тогда мы можем потихонечку завершаться. Спасибо. Большое вам спасибо. Да.